действующем законодательстве. И если они, коль просят приостановить деятельность за нарушение требований закона о СМИ, то тогда они должны были предоставить доказательства того, что они нарушили какой-то закон, какую-то норму. И не просто то, что они вот нарушили подпункт В, статьи там 23 и так далее. Они не должны ограничиваться, они должны предоставить обоснованно документальные подтвержденные данные. Как вы знаете, то, что судом была назначена лингвистическая экспертиза, были поставлены два конкретных вопроса. На эти вопросы лингвист не ответил. Она была допрошена в ходе судебного разбирательства, и она открыто сказала, что эти вопросы, поставленные судом, выходят за пределы ее компетенции. То есть она не может отвечать на такого рода вопросы. Соответственно, если это ничем не подтверждено их требования, как суд мог вообще удовлетворить такое? Я до этого уже говорил, что согласно части 1 статьи 33 Конституции Кыргызской Республики, граждане, каждый имеет право на получение информации, ее использование и распространение. По сути, сегодняшним решением суд не только лишил данные конституционные права каждого из нас и лишил права и свободы человека на получение информации, он не только закрыл учреждение Азаттык Медиа как крупной медиаорганизации, которая предоставляет объективную информацию. Как я отмечал в своем выступлении, это еще один шаг к подтоплению островка демократии.